Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Начну с плохой новости. Наша ушка ушла. Не могу сказать, что ее последние дни были в любви. Нет, ушка умирала в одиночестве, в пустой квартире. Наташа приезжала утром и вечером, ненадолго, за что ей большое спасибо. Очень жаль, что никто не откликнулся взять ее на дожитие. Мы не боги, но сердце щемит от беспомощности. Друзья, вашу помощь для зайки я отправила. Вот скрин переводов и банковский чек. Надеюсь, ваша помощь облегчит жизнь малышки, ее содержание. И вот еще один самолет прилетел из Якутска. Прилетели Стинг, который так сильно рвался из ППЖ. Танцевал на двух лапах, чтобы его заметили и вывели из вольера, где всегда страшно, где в любой момент дня и ночи тебя могут порвать. И действительно, мальчишка оказался добрейший, улыбчивый, дружелюбный. Ну как такого не спасти? Так горько осознавать, что никто на этого трепетного красавца не откликнулся на финкураторство, на помощь, чтобы поддержать его на содержании. Вот как спасать других? Да никак. И этих-то единично спасенных нечем оплачивать. А ведь в содержание входит и корм ежемесячно, и обработки, и кастрация – всегда не поздно. Отзовитесь, друзья, на финансовую ежемесячную поддержку Стингу. Но он же должен что-то кушать, ведь мы же его спасли. А пока готовили к самолету Стинга, за день до вылета выбросили таксеныша в подъезд. Красивый, на коротких лапках, наигрались, видимо. Несчастный сидел уныло в подъезде и дрожал. Попросила девушку забрать хоть на ночь, и через день он прилетел в Москву. Может, кому-то приглянется такой малыш. Это девчушка, месяца 4. Ему холодно в вольере, не вольерного он содержания. Приютите, пожалуйста, в свой теплый дом. А ближе к морозам все больше и больше будет таких несчастных там детей. Вот прилетел новенький, кусочка уха нету, и явно переставляли вот здесь вот, не знаю, видно, не видно, здесь явно была дырка у него, и здесь вот стоит так, 27,2 куска уха нету, надо будет снимать. Вот такой барбос. Вот такой вот мальчишечка у нас по зубкам. Ну, молоденький. Да, ты молоденький по зубкам. Да, барбосик такой. И вот мы начинаем вывозить кошек, о которых мы вам рассказывали. Вместе со Стингом прилетели пока 2 кошечки, пока 2, которые жили отдельно от других, там же, но на балконе. Это мама и дочка. Они привитые, стерильные, красивые, спокойные. Друзья, приглядитесь, пожалуйста, к ним. Здоровые, замечательные кошечки. Пошла туда, где на пеленку пописала, там пописала. Они вообще очень умные, да, шикарные. В Якутске они такие замечательные, мои зайцы. Выходим и оглядываемся. Красота неземная. Мама и дочка. Друзья, из той суммы, что мы с вами собрали с прошлого ролика, на день стольника пришлось оплатить самолет из Якутска и машину из Краснодара. Что делать?
Покупать корм надо оптом, так дешевле. А на оптовую партию для всех передержек опять не хватает. Давайте продолжим День стольника. У наших спасенышей не так много помогающих, как на других каналах, а спасение не останавливается. Друзья, поддержите, прошу вас, поддержите День стольника. Давайте продолжим сбор и спасение. Сегодня мы встретили краснодарских троих. Улыбаку-овчаренка, рыжего малыша небольшого, килограмм 7 в нем, и еще одного барашка, Бяшиком зовут. Его забрали из того района, где регулярно травят. Его жизнь была в опасности. Нельзя было не забрать. Слишком доверчивый и трепетный на характер. Хвалила его Женя очень, просила за него. И действительно таким оказался. У него тоже нет финподдержки. Тоже нелегко будет выживать, когда их становится все больше и больше. Друзья, откликайтесь, пожалуйста, помогайте им. Без вас нам не выжить, без вас больше не сможем никого спасти. Спасение остановится. Пожалуйста, помогайте. Так, заходим. Ой, молодец какой. Давай, давай, заходи. Аккуратненько. Страшно тебе? Следует. Давай, давай, иди сюда скорее. Ну иди сюда. Давай. Собачка. Да, сегодня здесь были собачки, скажи. Давай, давай, заходи. Не бойся. Ну давай, не будь осликом-то. Че хвостиком там виляешь? Страшно тебе? Барашка. Тебе надо Барашкин назвать. Мальчик, вон пиписюн торчит. И яйки на месте, бубенчики, вон болтаются. Пойдем, не бойся, пойдем. Вот, вот как, давай, умничка. Зубастики такие, вот. Хороший. Замер, замер весь в репьях. Да, ты весь в репейнике, глаз подбитый. Стресса уже нету такого, как было. Ой, морда вся в болячках. Кстати, Ром, снимите вот здесь вот у него. Прям, о, не знаю, чего это будем смотреть. То ли драка, то ли... Ну, кто-нибудь покоцал, да, Да, точно. вот здесь он И тоже. вон глазик тоже. Да. Глазик. Мгм. Так, вроде больше ничего. С другой стороны у тебя все нормально. Чистенько. Вон ушко там. Ага. И вот. Да. Все, баранчик. Что касается Кроша, которого мы с вами недавно спасли из Якутска, этот мальчишка и не знал, что бывает такая вот жизнь в тепле, в сытости. Его кормят из рук, его пеленают, купают, с ним гуляют, выносят на ручках. А главное, что Крош не испытывал так эту ласку человеческих рук. Что говорить, смотрите сами. Суставчики больные. Вот все надутое, все суставчики больные у Масика. Вот они какие. Ты мой хороший, ты мой красивый мальчик. Ничего, мой хороший, мы будем немножко массировать, все будет у тебя хорошо. И сегодня хорошо кушала. Яичко перепелиное. Все у тебя будет хорошо. Ой. Сейчас смоем все, грязющую твою. Клей наем, что ли, не могу понять, что не смывается прям. Честно, хорошо. Главное, чтобы в ушки водичка не попала. Друзья, вы можете сами судить по ролику, насколько много событий происходит у нас ежедневно. Спасаем, встречаем, отправляем, развозим, ищем пассажира, договариваемся, упрашиваем. Якутск, Краснодар, корма, поиск передержек, перевозка с одной на другую передержку. И это мы еще не показываем в коротком ролике подробности всех действий, всех событий. Не все гладко, поэтому с утра и до поздней ночи, порой до 2 ночи решаем проблемы. И всегда нуждаемся в вашей помощи. Помогайте, друзья, им. Спасать стало в разы сложнее.
И вот еще о двух несчастных, выкинутых, замерзающих, никому не нужных в Якутске щенков. Они молча дрожат и смотрят на человека. Как пройти мимо? Откликнулся куратор в Москве, но проблема в передержке. Друзья, нам очень нужны передержки для щенков в Москве. Откликнитесь, пожалуйста. Кто может передержать, хоть временно? Им нет места в Якутске, кроме ППЖ, а там погибель. Неужели и в Москве никто не отзовется? Страшно быть ненужным. Пожалуйста, откликнитесь. Завтра есть возможность вывести, есть местечко забронированное, но некуда везти. Но неужели им там погибнуть? Откликнитесь, пожалуйста. Откликнитесь, пожалуйста, кто может передержать, хоть временно. Им нет места в Якутске, кроме ППЖ, а значит погибель. Неужели и в Москве никто не отзовется? Пожалуйста, откликнитесь. У нас есть пассажир, но некуда везти.